Доброе утро. Что-то долго спал. Время уже 9:30, хотя вчера я лег в 9, я вчера уже заснул. Даже солнышко вон проглядывается чуть-чуть. Надо ехать. Все, собрался. Погодка сегодня хорошая. Солнышко вот-вот появится. А может так вот в дымке будет. Весь день будет в надежде. Ну, наконец-то приделал флаг, а то думал, как его приделать. Все никак руки не доходили. Знамя мое. Теперь все нормально. Красота. Едем. Все, пошли уже первые подъемчики такие нормальные, затяжные. Солнышко проклевывается хорошо. А я вон зарядку свою панельку назад поставил, потому что я путь направление север, солнце сзади, сбоку или сзади. Сейчас посидел пару часиков, кофейку попил. Как раз серию загрузил, Wi-Fi нашел. Я думал, с этим будет проблемы. Но нет, нормально все. Все, едем дальше сейчас. Сейчас в город заехал один. Аудиокниги я еще ни разу не слушал. Сейчас решил попробовать. Гумилева сейчас слушаю. Не всего его перечитал. А то вечером читать сил не хватает. Засыпаю. Вот дороги буду слушать. Я снова не туда поехал, причем конкретно километров, наверное, 7 не туда проехал. Сейчас опять назад на мост надо ехать. Это жесть, у меня такого никогда не было. Что такое вообще? Тут с дорогами вообще беда, я не понимаю. Не то чтобы я сам не досматриваю, тут дороги непонятно, я уже как говорил. Указатель он показывает, он ближайший город показывает. Мне зачем ближайший город? Мне нужен вот главный город, какой там, Лао-Кай, да? Кайлао. Вот показывал бы на него там Ан-14, Кайлао, все. Он показывает ближайшие города. И причем главное, вот может показывать главную совсем другую сторону. Теперь назад, опять время считай, сколько я уже, час, вот просто так сейчас выкину. Короче, Вьетнам тяжело захватить, они походу специально это сделали, чтобы путались.
Сусанины вьетнамские. Вот опять мост. Сейчас надо поесть что-нибудь, я сегодня ничего не ел вообще. Иногда такая проблема найти рис. Везде фо, это лапша, но лапша она нафиг, она не сытная вообще, ее можно только реально с утра есть. Надо поесть риса нормально. Нашел место вроде. Сейчас рис готовят мне. Классный вечер. Чё? Сфоткаться? Давай. Сфоткаться сейчас будем. Не дают поесть мне. Ага, давай. Đi nhanh lên đây. Toát đứng vào Đứng qua, đứng cắt vào đi, đúng rồi. Все, сфоткались, да, все, команд. Вот тут мне наложили. И это все всего за 100 рублей все. Тут картошка с мясом. Картошка интересная. Рис. Ну все, кушать. Потом опять дорогу. Снова что опять-то? Видите, кого я нашел тут? Кто это здесь бегает, а? На, кушай. На, кушай. Самый вкусный кусок тебе дал. О! Да, сегодняшними крюками километров я лишних сделал нормально. Кушай, кушай. О, тут еще и куцик подтянулся. Красавец. Сейчас я тебе куцик дам. Куцик, ты главное этого не отнимай. Куцик, на. Ну куцик вообще капец, такой непрозорливый, непроворный. Малыш, сейчас я тебе. Малыш, на, тебе дам, тебе. Ну-ка, да, на. И тебе сейчас дам. Эй! Вот, на, все, есть. Засранцы. Не напасешься на вас тут еды. Все, поел. Что-то я прокол словил на передней. Что-то сдувается медленно покрышка. Надо подкачивать приходится. Завтра утром поменяю на камеру. Сейчас подкачаю. За мной хвост. Не знаю, отрываться от них или нет. Заманчиво.
Капец, они там смеются. О, hello, hello. Давай, фотографируй. Ох, где мои школьные года? Где мои года? Разлив какой. У меня тут ананасы сзади. Взял, пока еще на югах относительных. Надо покушать ананасов, потом фиг его знает, где я поем. В России уж точно не поем. Поем, но не те. Давай, сельфи, давай. Дубль 5. Во. Сегодня прекрасная погода, хороший день. Именно то, что солнце вроде и не показывается за такой дымкой. Мне нравится так. Когда не слишком ясно. Для дороги самое то. Кстати, хорошо, что я не туда поехал, в том месте. Мне, получается, до другой дороги, до которой надо, по которой, в принципе, я предполагал ехать, еще километров 5 туда. Я, потому что на 10 километров примерно проехал. И еду по другой, вдоль реки. Здесь хорошая дорога, грузовиков не так много. Ну вот мало проезжают. Можно сказать, проселочная. А там по-любому больше грузовиков, она более главная до Лаукая. Такая Лау, точнее. А здесь кайфово. Ну вот стандартный пример развязки. Вот две равнозначные дороги, то есть непонятно, какая из них главная. Конечно, наверное, они вместе сливаются, но все равно, а вдруг если они не вместе сливаются? И вот тут запутаешься, если ты не знаешь, какие населенные пункты у тебя по дороге, ты просто запутаешься. Вот я не знаю, куда мне, вот туда или сюда ехать. Сейчас придется сверяться с картой. И вот так вот на каждом перекрестке надо сверяться с картой здесь. Я как бы не привык так, я всегда по чутью как-то смотрю, потому что обычно все подсознательно понятно, интуитивно понятно, куда ехать, а здесь я не понимаю, надо смотреть.
Забрел здесь на чайной плантации. Смотрю место. Здесь хорошее место. Ну, вообще very good, хорошие места. Хоть здесь прям ставь. А вон там нормальные. Ага, вон там хорошие. Ну, вот здесь хорошие. Чуть-чуть уклон, правда. Но зато тихо здесь. Никто не найдет точно. Ну все, доброй ночи. Поставил палатку. Феликс стоит. Отдыхает. Все, спать. Отдыхать. Ой, доброе утро. Время 10 час уже. Долго я сплю. Недосыпы, наверное, все у меня накопились. Утро начинаем с разбортировки колеса. Камера что-то, видимо, дырка где-то. А вот эта камера. Вот эта камера приехала со мной из России еще. Я не помню, где я ее оставил. То ли еще в Благовещенске. Видите, она какая-то толстая. Она вообще... Она мне не по формату даже сюда чуть-чуть. Но это не проблема. И вот переднее колесо, сколько вот я езжу, оно... Вот это, наверное, третий прокол. И то это не прокол, я как говорил уже в предыдущих сериях, там, где сосок, вот чуть-чуть здесь какая-то то ли трещина, то ли еще что. Как будто кто-то отгрыз ее. Сейчас заклею вот здесь вот. И вообще камера офигенная. Я-то все удивлялся, что так вообще не прокалывается колесо. Я почти весь Китай без проколов проехал. Вот так вот. Хорошая камера. А вот это вот сразу словила. Да уже вот эта швальба, она у меня из Благовещенска едет. И чувствую, скоро ей уже придет. Ну, менять придется, может быть. Она все-таки не дорожная. Вот эта модель, как она называется-то? CD Corp, что ли? CX Comp. CX Comp, и она не дорожная, она мягкая. И толщина у нее небольшая здесь. Она спортивная, циклокроссовая считается. Но не такая. Ну, пока едет нормально. А задняя моя Кенда. Это я когда сразу обод, новое колесо собирал. Ее Кенда поставили. Хорошая, тоже такая нормальная. Сейчас заехал позавтракать. Теперь сытым желудком можно ехать дальше. Ух, жарко стало. Одел футболочку. Толстовочки уже вдала. Жарковато.
Дорожка все хуже, хуже пока. Вот здесь идет хайвей. Я устал что-то по этой дороге полугрунтово ехать. Вот здесь дырка есть. Попробовать, что ли? В Китае я сколько проезжал мимо таких, ни разу на нее не забирался. Здесь, видимо, можно. Сейчас посмотрю. Все, я на хайвее. Так значительно быстрее поеду. Посмотрим, сколько смогу проехать. Блин, только выехал, камеру спускать начало. Сейчас новую камеру ставить придется. Все, новую поставил камеру. Топим, топим, гоним, гоним. Опа, туннелька. 500 метров почти. Длина. Нифига себе отвинчивалась. Я думаю, что болтается? Думаю, педаль что ли болтается. Это вот болт отвинчивается. Хорошо я вовремя заметил, не отлетел он.
А если подлетел и потерял бы его? Уже 60 километров проехал. Долблю по этой хайвею. Все нормально, дорога хорошая. Фух, надо бы воды набрать где-то. Здесь пока возможности нет. Кафешек вообще очень-очень мало. Покушать и воды набрать. Сушняк этого. Сейчас, наверное, съеду с трассы. Сейчас будет съезд. Уже надо ночевку искать, поесть. Попить у меня сушняк вообще. Силу полностью. Здесь уже высокая гора пошла. Хребетик пошел высокий. Контур видно его. Ну вот, exit. Да тут до Лаукая осталось чуть-чуть, что там, можно, оп, можно и так по обычной трассе поехать. Сколько я по хайвею проехал? 60 километров. Ну здесь, в общем, контроля такого никакого нет, как в Китае. Хотя в Китае я не нарушал, на хайвей не выезжал. Просто знаю от других ребят, кто ездил, что снимают с трассы. Здесь вообще никого нет. Может, вблизи городов есть, а вот так вот по трассе. Ну эти работники, кто были, строители, там строят дорогу, они типа говорят, пальцем показывали, что уезжайте. Платежный терминальчик. Вот, все нормально. Выехал с трассы. Там вроде дорога хорошая теперь идет, второстепенка. Во Вьетнаме здесь гораздо все проще. Мне вот это нравится. Отношение такое. Как бы все можно, только не борзей слишком сильно. Хороший подход. Вокзальчик. Тут везде во Вьетнаме узкоколейка.
Давай, давай, быстрее. Стоят, едут, смотрят. Глаза выпущены. Шумно, пыльно, здесь грузовиков еще больше ездят. Еще плюс мопеды, блин. Ужас. Лучше там ездить. О, уже китайские фуры пошли. Китай близко, каких-то еще 30 километров до границы. Сейчас заехал в место гамма покушать, риса. Ух, водичка вообще в кайф. Я жду, пока принесу. Так, все, поел, воды сейчас заправлю и поеду на ночевку. Сейчас у меня вся сложность в том, что я фонарик потерял. Не везет мне что-то на фонарике. И я не смогу ночью, если стемнеет, найти ночлег без фонаря. И мне надо засветло все найти. А? Да, камера. Да, снимаю. Да. Здорово, Никита. Привет. А, это? О, ага. Mấy anh. Đến đi. Тростника дали. Сахарного. После еды. Camera. Mấy này không biết đắt rồi. Biết đắt rồi. Đây quay cái mến mà này. Mến có đi này. Đó mà chụp ảnh rất ra đấy, rất tìm người ta gọi sang đấy công tác rồi này. Nó phải là có miếng coi. Все? О, ну все, камен. Опа, по встречке едет. Оп. Протиснул. Нашел место, забрался. Долго искать не пришлось. Ох, собаки только меня счухали. Проследили уже. Да, это фигня. Ставить палатку, отдыхать. Сегодня проехал сколько я? 110 километров почти. 105. Но если бы я сегодня раньше проснулся, то побольше бы проехал. До границы осталось километров 25. Завтра буду уже переходить границу. Но это будет завтра и в следующей серии. Все, спокойной ночи. Надеюсь.